Есть понятие мифа с большой буквы «М». Как, не как выдумки, миф не как выдумка, а миф как система коллективных представлений о чем бы то ни было. Я не знаю, там, миф об отце, миф о матери, миф о каком-то регионе. В Армении существует свой собственный, там, например, я не знаю, там, миф об Арарате там, и так далее, и так далее. В этом смысле о Крыме существует два противоборствующих мифа, как концепции этических, эстетических, исторических, мировоззренческих представлений. Существует русский миф или русский концепт о Крыме, да, то есть край, там, летняя резиденция русских царей, место, где Пушкин написал, вдохновился и потом написал Бахчисарайский фонтан и так далее, и так далее, и так далее. Место, куда приезжали на отдых там, русская, российская интеллигенция, начиная там с царских место времен, победы, да? Вот это то, что времен очаговских и покорений Крыма, безусловно, место победы. да, два города-героя, Керчь и Севастополь, две обороны Севастополя и так далее, и так далее. Вот это вот все то, что входит в концепцию русского Крыма. Есть крымско-татарский миф о Крыме, крымско-татарский концепт о Крыме, как концепт украденной родины, как концепт, но опять же, пользуясь словами Максимилиана Волошина, растоптанного мусульманского рая и всего такого. Его, кстати, отличие от русского мифа в том, что крымско-татарский, он вот такой, он эксклюзивен. Он никого в себя не впускает, потому что он построен на национальном, на этническом, на религиозном факторе. Однако он есть. И эти два концепта о Крыме, они являются оппонирующими, враждующими, и они не могут такими не быть, потому что в зависимости от того, какой концепт победит, это будет давать ответ на вопрос. А русский миф инклюзивный? Русский миф инклюзивен, если ты принимаешь ценности империи. Если ты акцептируешь для себя империю со всем ее историческим описанием самой себя, то да, конечно, может прийти условный казах, верящий в империю, и сказать, вот, да, вот, русский миф о Крыме и так Если далее. крымско-татарский, как ты говоришь, эксклюзивный и не впускающий, такой как еврейский миф об Израиле, он, каким образом его можно приватизировать государству Украины? Да, почему, кстати, Украине важно? Потому что у нее своего собственного мифа о Крыме нет. Он не успел сложиться. Он начал складываться после 91 года, но он складывался очень медленно. Да более того, украинский миф о Крыме, украинский миф об Украине в значительной степени начал складываться и получать широкое распространение после 2014 года, потому что до этого он был территориально в значительной степени очень локализован. И поэтому, разумеется, в Украине не было времени, ресурсов, желания и людей, которые бы занимались формированием украинского мифа о Крыме. Поэтому по состоянию на 2014 год, на момент аннексии, вот вам два мифа. И когда сегодня Украина начинает рассуждать о Крыме, а тут же, условно говоря, нужен же какой-то образный ряд. Вообще, помимо географической карты любой страны, существует ментальная карта любой страны. Да? Полтава. Полтава — родина украинского литературного языка. Чернигов. Второй по старшинству, по возрасту город в Украине после Киева, Руси, да, и так далее. И такое есть практически про каждый регион. А вот про Крым не было такой формулы описания. Крым в Украине, он какой? Какой он на ментальной карте? И когда Украина после аннексии полуострова столкнулась с необходимостью о Крыме как-то говорить, она обнаружила, что говорить она о Крыме может только словами крымских татар, концептом крымских татар, описанием крымских татар. И поэтому сегодня, когда Украина говорит о Крыме, что мы слышим? Мы слышим об ущемлениях в правах коренного народа, о дискриминации крымских татар и этнических украинцев, которые живут на полуострове. Мы слышим о политике вытеснения коренного населения и переселением с российского материка сотен и сотен тысяч людей. И у Украины нет другого описательного ряда.